Тема сегодняшнего урока – уравнение теплового баланса. То есть, когда мы будем рассматривать фазовые переходы, для решения задач нам необходимо уравнение, по которому мы можем рассчитывать либо количество теплоты, массу и так далее, другие физические величины. И прорешаем парочку задач, посмотрим, разберем пару интересных задач. Значит, уравнение теплового баланса. Когда мы рассматриваем теплообмен между несколькими телами или фазовые переходы одного и того же тела, очень важно знать общее количество теплоты. Так вот, что собой представляет уравнение теплового баланса? Это своеобразное следствие из закона сохранения энергии. Итак, уравнение теплового баланса Q1 плюс Q2 плюс и так далее плюс Qn, все это равно нулю. Вот. Количество слагаемых в уравнении теплового баланса мы определяем количеством тел, участвующих в теплообмене, либо число фазовых переходов. Но для того, чтобы детально это разобрать, мы с вами давайте рассмотрим на примере решения задач. Итак, первая задача. Смесь из 5 килограммов льда и 15 килограммов воды при температуре 0 градусов Цельсия нужно нагреть до температуры 80 градусов, пропуская водяной пар с температурой 100 градусов Цельсия. Найдите необходимую для этого массу пара. Вот. Ну, давайте запишем условия задачи. Дано. Значит, 5 килограмм льда, масса льда, давайте вот так обозначим, 5 килограмм. 5 килограмм. Масса воды, 15 килограмм. 15 килограмм. Нужно нагреть, взятой при температуре 0 градусов, давайте запишем 0 градусов. Теперь сразу нужно обратить внимание, если даже в условии не будет сказано, что это 0 градусов, если у вас есть смесь воды и льда, это означает, при нормальных условиях, это означает, что их температура 0 градусов Цельсия. Нужно нагреть до температуры Т2 80 градусов Цельсия, пропуская пар температура пара 100 градусов Цельсия. Ну и вот теперь смотрите, что у нас получается. Пар конденсируется, значит, L запишем. 2,3 умножить на 10 в 6 степени джоуль на килограмм. И воду нам нужно нагревать. Лед не плавится, потому что берется при температуре 0 градусов. С воды 4200 джоуль на килограмм градус Цельсия. И найти у нас, что получается, необходимую массу пара. Масса пара. Вот. Делаем анализ. Значит, смотрите, что происходит. У нас имеется смесь воды и льда. При температуре 0 градусов сюда впускают пар. Пар конденсирует и выделяет некое количество теплоты. И это количество теплоты идет на плавление льда вначале. Лед у нас плавится, потому что имеется лед при температуре 0 градусов. Если бы лед был при отрицательной температуре, то он вначале бы нагревался. Здесь лед плавится сразу. И образуется вода общей массой 20 килограмм, и эта вода нагревается. Теперь нужно определить количество слагаемых в уравнении теплового баланса. Считаем. Пар конденсируется. Сразу пишем Q1. Плюс дальше лед плавится. Это Q2. Дальше вся вода нагревается. Вся вода нагревается. Так, это Q3. И когда, смотрите, у нас пар конденсировался, образуется вода при температуре 100 градусов Цельсия. Эта вода охлаждается до конечной температуры, а конечная температура у нас будет 80 градусов. И плюс Q
4. И это равно нулю. Это равно нулю. Ну, вот теперь давайте расписываем все это. Итак, пар конденсируется минус L на m пара плюс плавление льда, это ламбда m льда, плюс дальше нагревание, ну, можно было Q4 сюда, ладно, оставим так, это C, m льда плюс m воды умножить Т2 минус Т1 и плюс охлаждение воды, это С М пара. Теперь от конечной температуры это у нас что? Т2 минус Т пара. И все это равно нулю. И все это равно нулю. Вот здесь обратите внимание, в общей формуле я ставлю плюс, но здесь получится у нас по-любому минус. То есть энергия выделяется, потому что температура пара выше, чем температура воды. Ну вот в учебниках я смотрел некоторых, сразу количество теплоты приравнивают. Лучше этого не делать, лучше решать через уравнение теплового баланса. В этом случае вы никогда не ошибетесь со знаками. Вот теперь давайте, нам нужно массу пара, определить массу пара. Теперь давайте то, что известное, вот все оставим слева. То есть я пишу ламбда m льда плюс c масса льда плюс масса воды умножить Т2 минус Т1 равно, это переносим влево, знак меняем на противоположный, Lm пара и минус, вот здесь минус и здесь минус, в конце концов будет плюс. m пара и здесь Т2 минус Т пара. Ну и отсюда сразу мы можем вынести, я не буду это делать, простые математические преобразования, сразу получим массу пара. Масса пара равна, здесь ламбда m льда плюс c m, простите, m льда плюс m воды. Все это умножаем на разность температур. Т2 минус Т1. И разделить. Здесь остается L плюс С в скобочках Т2 минус Т пара. Вот такая конечная формула. Ну, здесь целесообразно сделать проверку размерности, наверное. Вот, ну давайте мы ее сделаем, проверка размерности. Масса это килограмм, у нас равно. Здесь смотрим, значит, ламбда это джоуль на килограмм умножить на килограмм плюс здесь у нас С джоуль на килограмм градус Цельсия, умножаем на массу на килограмм и умножаем на градус Цельсия. Вот. И в знаменателе у нас джоуль на килограмм плюс джоуль на килограмм градус Цельсия и умножить на градус Цельсия. Ну и теперь смотрим, что здесь можно сделать. Килограмм уходит, килограмм градус Цельсия. Смотрите, в числителе у нас остается джоуль. Здесь градус Цельсия. Джоуль на килограмм плюс джоуль на килограмм остается джоуль разделить на килограмм. Джоули сокращается и остается килограмм. Вот, смотрим, килограмм
равно килограмм. Значит, задача решена верно. Ну и если подставить, я не буду цифры подставлять, значит, получается приблизительно 3,6 килограмм. Вторая задача. В кастрюлю налили холодной воды при температуре 10 градусов Цельсия и поставили на плиту. Через 10 минут вода закипела. Через какое время после закипания она выкипит полностью? Вот. Ну, давайте дано запишем. Дано. Значит, температура первоначальная Т1 10 градусов Цельсия. Температура 2, потому что через какое время она выкипит. Чтобы она выкипала, необходимо что? Нагреть до 100 градусов. Значит, температура вторая 100 градусов Цельсия. Время, в течение которого она нагревается до 100, будет равно 10 минут. Вот здесь можно даже не переводить. И так как вода нагревается, удельная теплоемкость воды 4200 джоулей на килограмм градус Цельсия. И найти время, в течение которого вода полностью выкипит. Тау-2. Смотрите, что получается. На плитку ставим сосуд с водой. Вода нагревается от 0 до 100 градусов. И на это уходит 10 минут. Дальше вода выкипает и спрашивается, за какое время вода полностью выкипится. Особенность здесь заключается в том, что плитка дает одинаковое количество теплоты. Ну, мы можем записать Q равно константе. Это количество теплоты, которое дает плитка, оно остается неизменным. А стало быть, мощность нагрева тоже равна константе. То есть величина постоянная. Отсюда, ну вот здесь сказано, через какое время после закипания вода выкипит. Согласно закону сохранения энергии, работа, которую совершает плитка, работа равна количеству теплоты, которая идет вначале на нагревание воды, а потом на испарение воды. Давайте распишем. Значит, мощность умножить на Тау-1, это первый случай. Ничего о коэффициенте полезного действия или потерях энергии не говорится, поэтому мы, согласно закону сохранения энергии, считаем, что работа идет на нагревание. СМ Т2 минус Т1. Никогда не пугайтесь, если, допустим, куча неизвестных. Это неизвестное и это неизвестное. Если вы будете правильно идти, то в конце концов это все сократится. Теперь смотрите, отсюда можно сделать что? Вывести формулу получения мощности нагрева плитки СМ Т2 минус Т1 и делим на это1 время. Ну, здесь время лучше писать обозначать через тета, чтобы не тау, чтобы не запутаться, значит, с температурой. Вот. Второй случай – это испарение. Время уже другое. N умножить на тау-2 равно. А дальше идет испарение. Это L. Вот удельную теплоту парообразования не записал, умножить на m. Теперь что делаем? Берем сюда, подставляем вместо n значение. Смотрите, что у нас получается. Cm T2 минус T1 разделить на тау-1 и умножить на тау-2 равно L умножить на m. Сразу масса у нас сокращается. То есть все мы правильно делаем. И отсюда находим тау-2. То есть через какое время вся вода выкипит. Вот. Это получается у нас L умножить на тау-1 и разделить на C
Так, Т2 минус Т1. Вот. Ну, можно провести проверку размерности. Ну, возьмем, здесь не обязательно в секунды переводить, можно в минутах оставить. Значит, минута равна L у нас джоуль на килограмм, умножить время в минутах, оставим, ничего страшного. Здесь джоуль на килограмм градус Цельсия и умножить изменение температуры градус Цельсия. Градус Цельсия уходит. Здесь сразу джоуль на килограмм уходит и остается минута. То есть мы правильно решили задачу. Вот сделали проверку размерности. Ну и теперь, если сюда подставить, в целях экономии времени не буду, и получится вот такой ответ. 61 минута. То есть через 61 минуту вода полностью выкипит.